Предоставить слово другим. Я есть господин Халав. Добрый день. Коротко, пожалуйста. Адвокат Дагир Хасау, управляющий партнер адвокатского бюро «Дракон», город Москва. Прежде всего, очень приятно, что представители таджикистанской власти находятся здесь, нашли себе смелость прийти, это действительно уважение. Я думал, никого не будет. Тем не менее, они отвечают на что-то. Хоть это кому-то не нравится, но это, тем не менее, показывает их позицию, насколько глубоко они во лжи. Вот было сказано, что якобы люди рассуждают о Таджикистане, которые там не были. И один из тех адвокатов, который был в Таджикистане, в январе этого года ездил специально по делу ПИФ. Потому что мне было крайне, потому что я являюсь не только адвокатом, но и мусульманским правозащитником, меня интересовало, преследуют ли в Таджикистане власти Рахмона граждан по религиозным убеждениям. Насколько это непропорциональное вмешательство государства, здесь как с точки зрения европейского права, что происходит иногда в России, тоже в том числе не все идеально. И поэтому мне было крайне важно, я полетел туда, и нас не допустили. Кстати говоря, в Генеральной прокуратуре лично я был, большими сложностями. Для вас любой человек, извне, кто приходит как адвокат, правозащитник, для вас он хуже террориста. К вам легче с оружием зайти в Генпрокуратуру, чем без удостоверения законом. Вы не допустили просто пообщаться с коллегами Йоровыми и другими, которым хотелось оказать юридическую помощь, поддержку. Вот этого не было сделано. Встретились с его братом, адвокатом, с утра. Оказалось, после обеда вы его тоже задержали, арестовали. Вы арестовываете не только адвоката ПИФ, и адвоката. В последующем, после обеда, нас подвезла с прокуратуры ее сестра. Вы ее тоже задержали. И вы тут красиво рассказываете, какое у вас право закон. А что это закон у вас? Там закона нет. Там есть человек и ваша власть, которая ограбила вот именно законами свободу людей. Это грабеж. Потому что существует такое мнение, что законом можно купить. Вы купили всю страну, собственно, свободой и все. И эту страну эксплуатируете. И вы народ, я хочу, чтобы вы, европейцы, знали, когда-то Наполеон сказал, устремляясь на восток, к нам, туда, в том числе Азию, Россию, он рассматривал европейцев как некое вещество. А Рахмон рассматривает своих граждан как насекомых. Он вообще людей их не считает. В России сегодня 1 200 000 граждан, часть из них бегут на юг, исламские государства. Соответственно, это радикализирует молодежь. Вот где источник терроризма. Терроризм порождает фундамент, создает власть Рахмона. Dr. Kali Panamario from Memorial.